Новым главой муниципального образования города Владикавказ стал Махарбек Хадарцев. Его кандидатуру городская дума поддержала полным составом. Экс-депутат Государственной думы, приняв присягу, поклялся выполнять все должностные обязанности. С новым назначением Махарбека Хадарцева поздравил глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. Он подчеркнул, новый состав городской думы ждет очень ответственная работа. Собранию представителей нужно быть готовым к жесткой критике со стороны горожан, однако, несмотря на это, Гордума обязана решать проблемы жителей Владикавказа и делать все возможное, чтобы жизнь людей стала комфортной. В этот же день избрали состав мандатной комиссии, ее председателем стал Аслан Батыров. Кроме того, уже утвержден секретариат и счетная комиссия собрания. Компания «Бавария» отметила 20-летие. В честь юбилея предприятие организовало народные гуляния и концерт для жителей Владикавказа. Все гости могли поучаствовать в дегустации товаров. Народные гуляния завершились праздничным концертом. Среди приглашенных артистов был известный певец Александр Маршал. За 20 лет компания прошла большой путь из маленькой пивоварни в огромный завод. На протяжении всего этого времени мы знали, что с нами всегда наши любители нашей продукции, наши партнеры, мы их тоже позвали сегодня на этот праздник. Очень много тех людей, которые к нам относятся от души, которые любят нас, любят нашу продукцию. И поэтому для того, чтобы всех их собрать вместе, мы выбрали именно вот подобного рода мероприятия. Кипы документов, общение с чиновниками и длинные очереди. Жители республики сталкиваются с этим почти каждый день. Теперь вместо массы надоедливых бумаг появилась универсальная электронная карта. Это понятие в сфере информационных технологий совсем новое. Выдавать ее гражданам стали в начале прошлого года. На лицевую сторону УЭК наносят имя и фотографию пользователя. Здесь же номера страхового свидетельства, медицинского полиса и СНИЛС. Получить карту граждане могут абсолютно бесплатно, нужно лишь заполнить анкету в Центре информационных технологий. Помимо основных функций, универсальная электронная карта также полностью заменяет банковскую. С помощью УЭК теперь можно оплатить штрафы, налоги, рассчитаться за товары в магазинах и ресторанах. На сегодняшний день обладателями универсальных электронных карт в Северной Осетии уже стали свыше 1000 человек. Это социальный проект такой в области информационных технологий. И очень важно, я бы сказал, почему? Потому что это инструмент, который потом трансформируется в электронный паспорт гражданина Российской Федерации. Но сегодня вся нагрузка на этой карте и вся польза, в общем-то, для ее владельца в том, чтобы ее использовать вместо документов. Делегация, состоящая из известных в стране специалистов в области медицины, посетила Северную Осетию. Врачи нанесли визит в отделение гематологии и онкологии детской республиканской клинической больницы, где провели больным консультации. Затем доктора собрались на консилиум. Совместно с Минздравом было принято несколько важных решений. Далее делегация направилась в медакадемию, где профессор Румянцев провел семинар для врачей-гематологов-онкологов, педиатров, хирургов, а также ординаторов и аспирантов. Образовательный проект продлится 2 дня. Общие усилия московских и региональных специалистов помогут усовершенствовать медико-генетическую помощь в регионе. Мы договорились уже о том, что на рабочее место поедет наш доктор-онколог-хирург. На рабочее место будут принимать наших гематологов детских туда. И там они будут специализироваться. Плюс ко всему, попутно и косвенно еще договорились о том, что целая бригада неонатологов приедет в республику во главе с академиком Воробьевым, а это патриарх всей неонатологии Российской Федерации. И мы систему маршрутизации наших больных, систему оказания медицинской помощи детям первого месяца жизни уже отработан в окончательном варианте здесь, на территории республики. Комеди-бар «Подвал» открыл свои двери для любителей изысканного юмора. Уютная обстановка, новые таланты и полный зал зрителей. Каждый, кто считает себя смешным, мог попробовать свои силы в жанре стендап. Главными гостями вечера стали резиденты юмористического шоу Comedy Battle, дуэт Лена Кука и участник Comedy Club Сергеич. Ежедневные вечеринки разного формата позволят найти даже самому капризному посетителю что-то интересное. Число комиков будет расти, а раз в месяц в бар намерены приглашать известных артистов, которые уже не первый год работают в жанре стендап. Каждый день Comedy-бар «Подвал» будет устраивать вечеринки абсолютно разных направлений. Это будет просмотр кино, свободный микрофон, комедий, игра в мафию. Каждый желающий может прийти сюда и застать какую-то вечеринку.